В Камрадской региональной библиотеке состоялась встреча, посвященная памяти Ивана Топола. Почтить память друга, коллеги, соратника собрались его родственники, друзья, представители общественности. На встрече его вспоминали добрым словом, говорили о тех его качествах, которые импонировали его единомышленникам и знакомым. Это был человек очень строгий по отношению к себе, очень большой ценитель художественного творчества и поэзии, и живописи. Он во всем разбирался очень тонко, он был очень начитанным, образованным человеком. С виду он казался человек, вроде воспринимал, а дома приходил, бывало, по 2-3 дня не мог выходить из этого состояния, переживал. Иван Васильевич Топал, литературный критик, журналист и просто патриот своего народа, патриот гагаузской культуры. Он не оставил нам сборников или томов сочинений, произведений, но то, что он сделал, это действительно бесценно. Бесценна его публицистическая деятельность, его журналистская деятельность. Скоропостижный уход Ивана Топола оказался очень большой потерей для его семьи. Творческая поэтическая натура литературного деятеля была очень ранимой к проявлениям невежества, бескультурия и потребительского подхода, говорили на встрече его коллеги. Несмотря на трудности в жизни, Иван Топал выпускал свою собственную газету и считал ее успешной. Причина этого успеха, мне кажется, в том, что, во-первых, это была газета не какого-то государственного органа и не какой-то организации, общества, как у нас сейчас так называемые гранты, грантоеды, сейчас вот словечко такое появилось. Это была газета «Рупор одного честного, свободолюбивого, принципиального человека». Через газету он хотел донести очень многое и по культуре, и по литературе, и по языкам. Потому что он был такой скромный на вид, стеснительный. И он хотел через газету донести как-то, чтобы... Он всегда высказывал свою точку зрения, может, она была неудобна кому-то что-то не нравилось, но он писал прямо и честно. Он критиковал многих наших деятелей культуры, литературы и считал, что это справедливо. Он говорил правду, учил это делать всех, кто был с ним рядом. На встрече, посвященной памяти Ивана Топола, было высказано единодушное мнение о том, что помнить и чтить хороших, добропорядочных людей – это хороший залог борьбы общественности со многими негативными пороками нашего бытия.